Дуслар сәлам, бу Әйдә подкаст. Мин Римма, мин татарча өйрәтәм. Ә мин татарча өйрәнәм, бөтенесен татарча эшләргә тырышам. Башлыйбыз. Әйдә подкаст. Учим татарский. Друзья, в этом выпуске мы с Риммой решили разобрать современную татарскую культуру и сделать спидран по современной татарской культуре. Почему, Римма, мы решили это сделать? Потому что у нас есть одна большая проблема. Какая? Почему-то все считают, что татарская культура, она такая архаичная, устаревшая, уже особо неинтересная. Это книжки, библиотеки. Это, наверное, музыка из радио, которую услышали когда-то в детстве, да, там это может быть какие-то там старые татарские песни. На Да. ванильных пластинках. Да, и для многих татар современная татарская культура — это в первую очередь Айдар Галимов, Салават, Хания Фархи. Понятно, что это мэтры, эстрады, да, но мы сегодня хотели сказать, что современная татарская культура, она гораздо шире, она гораздо больше, и она даже, можно сказать, необъятная. Сегодня мы постараемся вас с ней познакомить, но еще раз, людей в современной татарской культуре настолько много, что мы не можем всех перечислить, поэтому что мы будем делать, Римма? Давай мы просто поделим на несколько разделов Да. и будем говорить в основном про наши интересы. Да, что нам нравится? Да. И это не попытка там все перечислить, все и не перечислишь. Про все мы не сможем рассказать. Мы просто дадим вам какие-то ключевые слова, чтобы погуглить, чтобы вы могли сами поискать. И, наверное, несколько имен, которые нам конечно. нравятся, да, чтобы это было ваше знакомство, вот как Рима сказала, через первые 2 кейворда, чтобы вы могли познакомиться с современной татарской культурой. Первый раздел у нас, конечно же, музыка. Музыка. И я считаю, что музыка сейчас у татар в современной татарской культуре одно из самых развитых направлений. Например, если смотреть по жанрам, что у нас самое популярное? Я думаю, что, как всегда, это рэп, рок, поп. Да, я ждала, что ты скажешь эстрада. Ну давай поговорим про поп-музыку. Эстраду убираем. Предполагается, что эстраду вы хорошо знаете. Там Данир Сабиров, Анвар Нургалиев, Тимаев, Тухватуллин, Юлий Якшин. Я думаю, всех вы их знаете. У ребят очень хорошие соцсети, и видно, что люди их знают. В поп, я думаю, что сейчас точно самый такой громкий артист — это Дефне. Я бы порекомендовала послушать Ильгиза. Оммаш. Группа такая интересная. Супер. Я еще, кстати, в поп, наверное, добавил бы, но, может, это больше типа этно-рок или еще что-то. Это Аделя Абаделя, по совместительству моя супруга. Я поэтому много слушаю ее, особенно в лайв. Круто же. Я даже забыла назвать, но Spotify она у меня есть. Постоянно репите. Плюс в карму Риммы. Все, продолжим. Рок. У нас есть рок? Конечно. Вот когда мы говорим рэп, рок, жанры просто огромные, да, там много чего может быть. Я вот определяю как рок-музыку и слушаю. И мне очень нравится, это Радиф Кашапов. Его другие какие-то проекты, тот же самый Кайнар. Просто обожаю все альбомы и постоянно на репите. И я часто хожу по городу под его песни, и, знаешь, там часто ловлю такое, есть такой синдром главного героя, потому что ты представляешь это в фильме, и это саундтрек этого фильма. Вот, мне очень нравится. Я слушаю Кауга. И, конечно, неповторимые Акбуре. Ну, как неповторимые, они, конечно, фольклор в основном переосмысливают. И не стыдно, например, дать послушать друзьям других национальностей. Рэп. Я думаю, мы все точно должны назвать одного человека, которого все татары слушают. 3, 2, 1. Иттифак. Иттифак, да. Алды. Чувак тоже из группы Иттифака, Усал, я хотел назвать. О, да. А потом мне нравится такая группа, они как бы и поп, и рэп. Есть, кстати, ВКонтакте. Простите, что говорим про ВКонтакте. Там есть группа Татарча рэп. Там просто кладезь всего. Если хотите послушать. Я
так нашла этот рэп на сибирско-татарском языке. В общем, татарской музыки много. Если вас что-то интересует или сами слушайте, пишите в комментариях. Будем делиться, открывать для себя что-то новое. Следующее, конечно, у нас самая популярная тема в татарской культуре — это театр и кино. А я бы так охарактеризовал, что, наверное, самая популярная вещь — это музыка. Но вот самое успешное, что у татар получается из Майданияты, да, это театр. Эстрада и театр. Ну да, у них есть какие-то награды постоянно, да, там золотые маски, еще что-то. Да, мы про театр Камала, театр Тинчурина. Есть театр Кариева, театр Изи- Нурвуфе. Да. Почти в каждом татарском башкирском городе есть татарский театр. Альметьевский театр, Туймазинский. Мензелинский театр. Туймазинский театр. Туймазинский. Но вы наверняка живете далеко, и, может, у вас нет возможности, вы не в рамках татаро-башкирского мира, например, живете географически, то что можно сделать в этом случае? Как познакомиться и смотреть татарский театр? YouTube. Театр Камала выложил свои театральные архивы в YouTube. Там можно найти и посмотреть, и это может даже заменить кино иногда. 100%. Aldarga kirek ecelni. Aldarsana. Bula. Aldap bula. Bana söyle kursatayım mı? Много, кстати, архивов театральных и будто бы на других каналах по фильмам. Татарское кино на любителя, стоит сказать, да? Потому что даже мы с Римой до съемок спорили, я говорю, давай расскажем про этот фильм. Она говорит, нет, этот фильм ужасен, это даже кино нельзя назвать. Я не согласен, мы не будем говорить про какой фильм. Я бы это сказал, в первую очередь, что можно на Ютубе, например, найти. На Ютубе точно лежит фильм «Исянмесис», лежит фильм «Мулла». Да, вот «Мулла» я рекомендую. Еще, наверное, можно найти в интернете «Бибинур», известный татарский фильм. «Эпипя» мюзикл. Кстати, вот с артистами эстрады. Вот. Про татарское кино много говорить, конечно, не приходится. Следующий большой блок — это блогеры, интернет. Здесь вообще все настолько сильно развивается, что я вот считаю, мое личное мнение, что впервые за много лет появился татарский интернет. То есть можно зайти в любую соцсеть, Инстаграм, ТикТок, Ютуб, полистать и остановиться на каких-то татарских роликах, и у вас сформируется татарская лента. То есть вы просто не можете жить в татарском мире, вот, там, крутя рилсы. И там будут все. Алгоритмы научились как-то выделять это татарское, показывать тем, кто этой темой интересуется, и это очень прикольно. Да, но я бы хотела поговорить про полезный контент, например, для детей. Да, вот давай начнем про детей. У меня есть ребенок, и это большая проблема поставить ему татарский контент, чтобы, знаете, вот он смотрел там друг за дружкой мультики, еще что-то, чтобы не надо каждые 5 секунд подходить, переключать. И таких каналов мало. Есть там татарские мультфильмы, да, Татмультфильм. Есть, например, на Ютубе Смешариклар. Есть Фикселяр, это фиксики, смешарики на татарском. Есть сайт Шаян ТВ, там есть архив определенный с татарскими мультиками. И, в принципе, иногда этого хватает. Еще ходят у родителей. Салаватик. Салаватик, да, но там тоже короткие ролики часто. Харифляр вот вышел недавно. Да, мультсериал Харифляр. Про татарские буквы. Да. Авторское, с оригинальным сценарием, с песней в конце серии. Еще я хотел сказать, что между родителями ходят ссылочки, которые мы такие, они говорят, слушайте, я вот в одно время скачал вот эти татарские мультики, пожалуйста, вот показывайте детям. Давай дальше, раз у нас тема интернет, в интернете можно, вот ты сказала, для детей можно учиться. Что бы ты из образовательного таких проектов каких-то посоветовала бы? Мне очень нравится Гилем, очень нравятся лекции Альбетте. Угу. Наверное, многие знают про Очак университет. Да, если вот вы хотите прям смотреть курсы, есть Очак университет. Шикарная платформа, где можно смотреть самые разные курсы на татарском языке. От финансов до истории татар. Просто шикарно. Всем рекомендую. Я бы еще, наверное, отметил бы, есть большие онлайн-школы татарского языка, да, может, вы тоже вот этого не знали. Есть школа SkyTat, которая учит татарскому языку людей по всему миру. Есть Алима Академи, супер классный проект из Канады, который проводит детские лагеря. Но основная деятельность — это онлайн-школа для детей по татарскому языку. Тоже очень крутые два вот этих проекта. SkyTat, Алима Академи. Загуглите, если хотите учиться татарскому из любой точки мира. Мы не сказали про главный образовательный проект «Айда онлайн», где можно учить татарский бесплатно, ежедневно, в легком формате. У нас есть платформа, социальные сети, вот этот подкаст, кстати. Что еще в интернете у нас?
Мне еще нравится, что сейчас в интернете, по сути, татарский можно вот не выходя из дома вообще, даже не заходя в специальные приложения, учить, потому что чат GPT шикарно шарит за татарский. Да, Google переводчик, любые браузерные страницы. Хочешь с татарского переводить, читай, хочешь на татарском вообще читай. да, многие интерфейсы переведены на татарский язык. Да, да, у меня Телеграм татарский. ВКонтакте, Фейсбук. Очень много телеграм-каналов. Да, безумное количество. Телеграм-канал, YouTube, Инстаграм, ТикТок. В ТикТоке вот блогеры шикарные ролики делают, такие, знаешь, духоподъемные. Ну, естественно, в App Store можно найти кучу приложений просто по ключевому слову татарща или татарский. Там будут и словари, и какие-то самоучители, и какие-то игры. Татарский, татарща. Да, клавиатуры можно скачать, то есть татарскую раскладку. Да, поставь татарскую раскладку. Люди, которые пишут на татарском без татарской раскладки, пожалуйста. Да, О Анателе мы еще не сказали, кстати, есть да, проект. Его Анателе вроде заработал как обратно. спасли, да. Да. Есть, кстати, классный проект для изучения старо-татарской письменности арабицы, называется Лисан. Да, Лисан. И, конечно, очень много переводчиков, онлайн-переводчиков, словарей, спич-татары, которые вот уже Да, понимают спич-татар, татарскую который речь. синтезирует татарскую речь, понимает татарскую речь. Вообще очень круто. То есть просто айтишка, интернет татарский, вот он не то, что существует, он успешный, он большой, и этого настолько много, что даже не успеваешь за всем следить. Там, помнишь, мы недавно обсуждали новость, что там ребята затюнили LLM-ку, сделали ее там чисто татарской. Про радио. Мы хотели САФ-радио упомянуть еще, когда говорили про контент для детей. А для тех, кто любит читать, например, есть Китап Радиус. Да, и многие радио, там, даже самые популярные, там, Татар радиосы, Булгар радиосы, Китап радио, САФ радио, Тартип ФМ. У них есть стримы в интернете, можно установить их приложение, и вот у вас уже татарское радио дома. Тоже очень круто. Следующий раздел у нас бренды, дизайн, художники. Вот мне кажется, здесь тоже, да, все, что касается брендов, дизайнов татарских, это тоже так развито. Этого столько всего. Даже вот когда еще мы жили в Казани, это было уже там 5 лет назад, проходили Песчан Базары, да, это дизайн-ярмарка, и там просто не знаю, сколько брендов, ну, там, десятки, может, даже больше сотни татарских. То есть там одежда, каляпушлар, какие-то шапки-бини, одежда, не знаю, там, картины, чехлы на телефон. Вот все, что можете представить татарское, оно тоже есть. Ну давай, назови топ-3 своих. Мне очень нравится, как это называется, мерч Усала. Усал Масхат. Да, там Умбиши Лики и остальные. Мне очень нравятся, например, украшения, которые делает Акиет. Мне очень нравятся книги, которые делает Юлбасма. То есть у нас есть Татарстан Китаб Нашрияты. Это вот официальная структура есть. Ну, условно, ребята, которые сами выпускают книги. Ну, это все в Казани. То есть заказывать, доставить. О, да, логистика здесь самая сложная. Но если вы богатые, это не будет проблемой. Я могу назвать, например, топ-3 художников. Давай. Это не значит, что они там топ-3 объективно, но субъективно мои топ-3 это Нияз Хаджи Ахметов, Арслан Ибрахим и, наверное, господин художник Радик Мусин. У него еще песня классная тоже, может. И песня, да, классная. Ну, они будто бы самые популярные, но вообще художников много, Да. потому что я познакомился с этим миром, мы делали когда-то настольные игры, Акият, там мы брали картины татарских художников, и их настолько много, просто столько сюжетов, и это очень большой мир. Следующий блок — это татарские организации, татарские комьюнити. Здесь очень коротко, наверное, пройдемся. Их действительно много, и очень просто искать. Вы берете то место, куда вы приезжаете, там Франция, татары Франции, татары Германии. Ищите, по-любому найдете чаты, какие-то группы. Можно спросить у людей, и если вы приехали, то татары всегда рады там собраться, еще что-то сделать, прийти на их мероприятие. То есть татарский мир можно найти в любом уголке мира почти. Да, актуальность, конечно, информации надо проверять, потому что татарские организации вещь такая, что они появляются, закрываются. И даже в самом маленьком городе может быть 4 татарские организации, которые друг с другом воюют, конфликтуют, и у вас еще будет выбор, куда пойти. Да, у нас там Сабантуй раз в год, но Кряж весь год. Последнее, мое любимое, это литература. Я бы упомянула онлайн-библиотеки, их даже несколько. Да, есть какие-то сайты отдельных авторов, например, из Хаки.ком. Да, например, у писателя Рената Мухамадиева есть свой сайт, у Марата Кабирова есть сайт, и социальные сети. И в Телеграме можно найти еще множество каналов. У нас, кстати, с Рим, у каждого из нас есть свой канал. Ну, я про литературу. Есть, например,
Татарща аудио СРЛР, есть... По поводу татарща аудио СРЛР. Очень большой набор аудио татарской аудиолитературы, татарских аудиокниг, аудиорассказов у нас в Айда онлайн, кстати. Да, и некоторые адаптированы для тех, кто изучает татарский язык. Еще можно найти, если поискать, телеграм-канал своих любимых писателей. Еще, кстати, помимо, да, вот сюда можно отнести, наверное, сейчас очень популярное направление — это генеалогия, да, люди рассказывают и татарскую историю, и через это как бы продают свои услуги генеалогов, и там тоже много чего интересного, тоже классно читать. И, наверное, последнее, чем можно завершить, это журналистика, татарская журналистика, да. Ее тоже мы в прошлом выпуске говорили, что есть печатные издания, которые можно выписать для своих родственников. Сайтов тоже много, да, там на Татмеде там миллион всяких сайтов, есть просто куча разных других татарских проектов журналистских. Они, к сожалению, независимыми никого нельзя назвать. Из точно независимых есть несколько изданий, нельзя назвать, есть там новостные паблики, но одно точно независимое издание, которое может писать обо всем, это «Озатлык Радиуса». Понятное дело, что татарская журналистика, она точно в кризисе. Как минимум есть вот небольшой очаг в виде «Озатлык Радиуса». На этом все. Сау булогыз, дуслар. Сәлемет булыгыз. Айда подкаст. Учим татарский.